Сегодня 12 января 2021 года. Прошло очередное заседание по делу убийства русским террористом Зелимхана Хангашвили. Сегодня было короткое заседание, около часа где-то продлилось заседание. Зачитывались материалы дела, зачитывалось интервью, так называемое интервью при подаче прошения о политическом убежище Зелимхана Хангашвили. Прослушали видео, где Путин во Франции вместе с Меркель, Макроном и Зеленским вместе снова лгал про то, что Зелимхан Хангашвили убил 98 человек. Повторили то старое видео Путина, где он фактически признался, что это они, что Россия стоит за этим убийством, посетовал на то, что за это, не имея достаточных оснований, уже высылают дипломатов и так далее, хотя было выслано всего 2, по-моему, дипломата, так называемых дипломатов, банд дипломатов российских. Что еще? Зелимхан, было рассказано, что Зелимхан Хангашвили искал убежище в Германии, что он рассчитывал, что Германия это будет место, где он сможет безопасно жить, так как на него готовилось. Было совершено ранее покушение. И также, что стало для меня открытием, скажем так, сегодня было то, что убийца Зелимхана Хангашвили все-таки работал не на ГРУ, не на ФСБ, а на ГРУ, на Министерство обороны. Об этом сегодня было доложено со справки от немецких спецслужб. И то, что там сообщалась ранее информация, что Вадим Красиков, обвиняемый в убийстве Зелимхана Хангашвили, является сотрудником ФСБ. Это не что иное, как очередное запутывание следов, которым занимались издательство «Инсайдер» и Добродеев, есть такой сотрудник ФСБ или ФСО, не знаю я, который сейчас занимается как раз расследованием отравления Навального. Вот этот человек сообщал как раз его издание, и он сообщал информацию, что Красиков является сотрудником ФСБ. Сегодня, для меня, я в принципе так и полагал, что скорее всего это сотрудник ГРУ, этот Красиков, сотрудник Министерства обороны, а точнее Министерства нападения России, является сотрудником, является военным. Следующее заседание, завтра не будет заседания, следующее заседание тоже объявили, когда будут, кого будут допрашивать. Первый раз на этом заседании сегодня, хотя не все заседания нам удалось посетить, чаще всего по уважительной причине мы не смогли посетить, и мы не слышали ранее фамилии Путина. Но сегодня называлась фамилия Путина, и будем надеяться, что главный виновник бед чеченского народа, семьи Хангашвили, так называемый президент Владимир Путин, будет военный преступник, массовый убийца, отравитель, будет привлечен к уголовной ответственности. Да, будем следить, и, соответственно, я вас буду посвящать в то, что происходит на этом судебном заседании. И еще не было сегодня пропагандонов из Ост-Вест, что тоже очень показательно. Всего самого хорошего. До свидания.